Здесь проходит главное событие года – Международный экономический форум Абхазии «Инвестиции в будущее». Участников больше 500. Это и руководители государственных органов, отвечающих за развитие отрасли экономики, и гости из ближнего и дальнего зарубежья, и, конечно же, из Российской Федерации. Задача – не просто поговорить, а превратить намерения в дорожную карту развития республики. Проведение такого масштабного мероприятия является важным шагом к укреплению экономики и повышению уровня жизни в стране. Абхазия – инвестиции в будущее, подчеркнул президент Баадра Гунба, открывая Абхазский международный экономический форум. По словам главы государства, форум станет площадкой для привлечения инвестиций и развития делового сотрудничества. Баадра Гунба отметил высокий уровень участников. В Абхазию прибыли представители бизнеса, эксперты, инвесторы и чиновники. Президент подчеркнул, что интерес к республике со стороны международного сообщества подтверждает ее экономический потенциал и перспективы развития. Для достижения поставленных целей устойчивого социально-экономического развития страны нам нужно приложить усилия к выравниванию внешнеторгового баланса Республики Абхазия, выходу из серьезного отрицательного сальдо. Сегодня доля экспорта составляет 13%, а импорта 87%. Основным торговым партнером Республики Абхазия является Российская Федерация, которая занимает существенное положение в общем объеме внешней торговли Абхазии. Это более 75%. Это говорит о многом. Поэтому инвестиции в промышленное производство, на мой взгляд, позволят заметно изменить сложившуюся ситуацию, значительно расширить товарную структуру экспорта и таким образом сократить существующие разрывы. Первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил в своей речи, что без надежной энергетической базы реализация обсуждаемых инвестиционных проектов может оказаться невозможной. В числе приоритетов Кириенко также выделил развитие логистики. Речь идет о модернизации авиационного, железнодорожного и морского сообщения. Еще одним важным направлением он назвал сельское хозяйство. Особое внимание планируется уделить поддержке аграриев и увеличению экспорта, прежде всего за счет продукции с более высокой степенью переработки. На реализацию проекта в этой сфере, как отметил Кириенко, предусмотрено выделение 20 миллиардов рублей по линии президента России. Кроме того, Кириенко сообщил о решении Путина продлить на 2026-2027 годы возможность въезда в Абхазию для детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении. По его словам, эта мера должна способствовать росту туристического потока. Целью России в стратегическом партнерстве с Абхазией является создание условий для самостоятельного, самодостаточного развития независимой Абхазии, для обеспечения необходимого количества рабочих мест, доходов бюджета, развитой инфраструктуры и достойного уровня жизни граждан Абхазии. Решениями президента России сегодня взаимодействие России и Абхазии носит не разовый и сиюминутный характер, оно носит системный и стратегический характер. И приоритетами такого взаимодействия, о чем говорил уважаемый президент Абхазии Баадр Зурабович Гумба, является, конечно, в первую очередь помощь в наполнении бюджета Абхазии, в социальной защищенности граждан. Рад сообщить, что вчера президент России Владимир Владимирович Путин принял специальное решение сохранить для Абхазии на 2026-2027 год возможность въезда детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении. Думаю, это серьезно скажется на возможностях и увеличении туристического потока. Программа социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы предусматривает существенный рост ключевых показателей. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что новая стратегия ставит более амбициозные цели. Увеличение экономики в 1,5 раза, рост собственных доходов на 40%, двукратное повышение зарплат в бюджетной сфере, а также значительное увеличение туристического потока. Инвестиции – это всегда два фактора – это доверие и настроение.
с настроением в Абхазии все всегда в порядке, я думаю, у всех. Вот. Доверие мы формируем шаг за шагом, укрепляем, и я абсолютно уверен в том, что сегодняшнее мероприятие будет еще одним шагом в этом направлении. Министр напомнил о реализуемых и планируемых проектах. Отдельное внимание, по его мнению, необходимо уделить продвижению абхазской продукции на российском рынке, так как ее потенциал пока не полностью раскрыт. При этом новые проекты, как отметил Решетников, формируют дополнительные возможности для развития смежных отраслей. У нас более 6 миллиардов рублей в год в российском бюджете. Это субсидирование процентных ставок, это поддержка инвестактивности, значит, другие направления. Ну и концентрация усилий идет на привлечение российских и абхазских инвесторов. Мы делаем ставку на снятие инфраструктурных ограничений, гармонизацию законодательства. Здесь много уже сделано, но задачи еще остаются. Привлечение инвестиций в туризм, банковскую деятельность, ЖКХ, ну и на применение тех механизмов, которые здесь уже доказали эффективность. Ну, во-первых, продлена программа у нас льготного кредитования для крупных проектов. Вы знаете, кредитный лимит 20 миллиардов рублей в год. Субсидирование на этот раз взял на себя напрямую федеральный бюджет и в общем и целом в непростых условиях, в условиях высоких процентных ставок мы на это пошли. Крупные российские банки готовы, ну, в общем, они научились работать с абхазскими проектами, это большой актив, и они готовы дальше это продолжать. В своем выступлении президент Южной Осетии Алан Гаглоев подчеркнул, что в основе отношений наших республик лежат взаимное уважение, доверие и солидарность. Он отметил, что общность исторических судеб и совместно пережитые испытания укрепили двусторонние связи, а поддержка друг друга в сложные моменты создает надежную основу для сотрудничества. Гаглоев также подчеркнул, что одной из главных задач обеих стран является укрепление дружеских отношений с Россией. В числе безусловных приоритетов, разделяемых нашими странами, курс на интеграцию и укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией. Этот выбор носит не только стратегический, но и во многом цивилизационный характер. Российская Федерация выступает для Южной Осетии и Абхазии надежным гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе. Благодаря выстроенному формату взаимодействия, включая функционирование единого контура безопасности, удалось создать прочные условия для предотвращения угроз и обеспечения спокойной жизни наших граждан. Не менее значимая экономическая составляющая этого сотрудничества. Россия последовательно оказывает поддержку в модернизации инфраструктуры, развитии социальной сферы, реализации инвестиционных проектов. Это создает основу для устойчивого экономического роста, повышения благосостояния населения и укрепления государственных институтов. Российские аэропорты рассматривают Сухумскую воздушную гавань как перспективного партнера, заявил президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский. По его словам, развитие прямого авиасообщения является важной задачей, а потенциальный пассажиропоток в ближайшие 2-3 года может превысить 1 миллион человек. Со стороны российских аэропортов мы видим большое оживление, мы видим в аэропорте Сухум достойного партнера. Нам это важно и нужно развивать прямое сообщение, о чем было уже сказано. Мы видим, что потенциальный пассажиропоток может превысить 1 миллион пассажиров уже в ближайшие 2-3 года. И действительно, конъюнктура сегодня складывается, с одной стороны, неплохо для развития этого потока, с учетом и ограничений на Сочи, и с учетом и других туристических ограничений на Ближнем Востоке. Важно сделать прорыв, и поэтому у меня большая просьба к губернаторам помочь нашим аэропортам наладить это прямое сообщение, потому что 30 лет не летать, нам надо менять привычку. Вот многие сегодня присутствующие, прилетевшие на форум, даже не знали, что есть прямое авиасообщение. Это, безусловно, совместная недоработка. И здесь надо привычки менять, и помимо того, что Абхазия стоит больше, она и летает быстрее. Коллеги, я думаю, что развитие этого сообщения и развитие авиации, безусловно, повышает инвестиционную привлекательность. Я надеюсь, что ваш инвестиционный аппетит к развитию мест размещения в Абхазии, вообще реализации инвестпроектов
мы немного разогрели. Эксперты отмечают, что форум в Сухуми стал важной площадкой для укрепления экономических связей и привлечения инвестиций. По их оценкам, участие международных и российских компаний, подписание большого числа соглашений и меморандумов – это уже не только символический, но и практический шаг к реализации реальных проектов. Сегодня, я бы сказала, как человек, который представляет такую академическую структуру, я бы для себя сказала, что увидела то, что есть конкретные представления, образы, направленность того, что планируется делать, да, в каком регионе, акцент на Восточную Абхазию, на те проекты, которые планируется осуществлять. Форум способен стать драйвером роста, ведь именно здесь формируются долгосрочные инвестиционные планы, которые создают рабочие места, увеличивают налоговые поступления и стимулируют развитие инфраструктуры, отмечают аналитики. Обычно такие площадки являются сигналом для крупных игроков, которые могут увидеть, что в Абхазии стабильно, что в Абхазии интересно, в Абхазии есть потенциал. И если на таком уровне проводятся мероприятия, это означает, что сюда что безопасно привлекать деньги, что безопасно, значит, приезжать сюда и развивать свой бизнес. Мы, конечно, должны понимать, что с опорой на собственные силы исключительно Абхазия очень медленно будет идти на пути развития, потому что ресурсный потенциал небольшой. А если мы хотим добиться достаточно высоких темпов роста, безусловно, такие инвестплощадки очень важны для того, чтобы привлекать крупных игроков и стимулировать экономическое развитие. В целом, мнения специалистов сходятся в том, что форум – это не разовая акция, а важный шаг к устойчивому экономическому росту и укреплению делового имиджа Абхазии на международной арене. Первый день форума был весьма насыщенным. После пленарного заседания работа была разделена по секциям. На тематических круглых столах участники форума обсудили привлечение инвестиций, создание комфортных условий для бизнеса и другие не менее важные темы.